Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Вспомним несколько аятов из суры Худ. Страница 225, сура 11, аят 29 и ниже. Аллах сказал, описывая нам историю пророка по имени Нух, алейхиссалям. Но в этой суре много разных историй, разных пророков описывается. Среди них история Нуха. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني قل يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا Воистину мы отправили пророка Нуха, алейхиссалям, иля каумихи, к его народу. И он им сказал, «Инни лакум, воистине я для вас, надир, предостерегающий, мубин, явный предостерегающий, раскрывающий истину, предостерегающий». От чего он предостерегал? От языческих обрядов, потому что его народ вернулся в язычество. Как он вернулся, это описывается в хадисах, что раньше люди жили по законам единобожия, и были среди них праведники, и потом эти праведники умерли, и за них делали дуа, их вспоминали и так далее. И потом, значит, пришел шайтан, алейхи лянатуллах, и сказал этим людям, вот помните, такие-то праведники были, вот вы их, чтобы не забыли, сделайте их памятник, и будете на них смотреть и вспоминать, и с них брать пример, и за них делать дуа и так далее. И они говорят, да, хорошая идея, давай сделаем памятник. И сделали из камня или из чего памятник для них. И приходили, вспоминали, и говорили детям, вот будьте как они, не будьте алкашами, наркоманами и так далее. И так одно поколение прошло, родителей уже нету, дедушек нету, остались новые поколения. И помнят, что вот когда-то про них говорили, что они хорошие. И опять шайтан к ним пришел, говорит, вот они очень хорошие были, вы их почтите и с их имени зарежьте курбан. Бисмилля. Вместо бисмилля скажите бисми, там как их звали, не знаю этих людей. Ну, в суре Нух это описывает. Суа, одно из имен. И так они потихоньку, поколение за поколением вернулись к язычеству
и стали в нем очень упрямыми, твердыми в этом. Наузбилля. Не нужно думать, что это мелочь, это ерунда, это небольшой грех. Потихоньку, поколение за поколением может общество испортиться из-за маленьких грехов. Пусть Аллах сохранит нас от плохого конца. Пришел Нух алейхиссалям и сказал: «Ля та'буду илля Аллах». Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. «Инни ахафу алейкум азаба яумин алим». Я боюсь за вас. Боюсь, что вас постигнет наказание в мучительный день. Факаль аль-маля. И тогда вельможи, то, что сейчас принято говорить, вип-персоны, если таким литературным языком говорить, или крутой, как их еще называют? Крутые, мажорики, сказали: «Факаль аль-маляу алладина кафару». И вот это вельможа из числа неверующих, из его народа сказали: «Ма нарака илля башара». Мы видим, что ты человек, никакой ты не Божий посланник, такой же, как и мы, кушаешь, ешь, пьешь, на базар ходишь, ты нам сказки не рассказывай. Мithляна, ты похож на нас. Если бы был ты Божий посланник, был бы ангелом или каким-то там, не знаю кем. Вама нарак, и мы наблюдаем за тобой, видим. И табаака илля алладина хум аразилюна. За тобой следуют лишь такие низкие люди, беднота, нищие за тобой следуют. Нам вот видно это с первого взгляда, видно, кто вокруг тебя собрался. Одни вот такие простолюдины. И что ты думаешь, мы тоже за тобой последуем? Мы не видим какого-то превосходства над вами, вас над нами. Мы лучше, чем вы. Вы кто такие вообще? Беднота, понаехавшие. Мы считаем вас лжецами. Каля я каум. Нух алейхиссалям их пытался переубедить. Я каум, о народ мой. Он вот беспокоился, народ мой, моя община. Араайту мин кунту аля байина. Представьте себе, что если я на правильном пути от моего Господа, ва атани рахматан мин индих, и Он дал мне милость от Него, фа уммият алейкум, неужели вы ослепли? Анульзикумуха, что мы можем поделать с вами? Мы же не можем вас заставить прийти к вере. Уантум ляха карихун, в то время как вы этого не хотите. И какое он привел доказательство, что он никакой не обманщик. Доказательство очень простое, очень логическое. Говорит: «Я кауми, о народ мой, ля ас'алукум алейхи маля». За то, что я вам проповедую, я у вас ничего не прошу. «Ин аджрия илля аля Аллах». Моя награда лишь у Аллаха. Вот. Обычно тот, у кого какие-то есть планы свои, он что-то просит, говорит: вот я вам это дам, вы мне это дайте. А здесь он ничего не просит. Значит, цель другая. И цель какая, говорит? «Ин аджрия илля аля Аллах». Моя награда у Аллаха. Я тоже надеюсь на награду, но не от вас. От кого? От своего Господа, от Аллаха. «Вама ана битариди алладина аману». И я ни в коем случае не буду выгонять верующих. Они предлагали: ты эту бедноту отстрани от себя, и мы за тобой последуем. А он говорит: нет, я их выгонять не буду. «Иннахум муляку раббихим». Они встретятся с Господом своим и будут жаловаться на меня, если я так поступлю. А я что отвечу моему Господу? «Иннахум муляку раббихим, валякинни аракум кауман таджхалун». Но я вижу, что вы невежды, вроде аристократия, вроде образованные, вроде умные,
но простую вещь понять не хотите. «Вая кауми, май янсуруни мин Аллахин тараттухум». «О народ мой», видишь, постоянно к ним так обращался, «О народ мой, о народ мой». Вот с таким жалел он их, в общем. «И кто поможет мне, если я их выгоню от себя? От Аллаха меня кто спасет? Афаля тадаккарун, разве вы не задумываетесь?» У них же, они думают, что мы только нам можно пожаловаться, и мы будем защищать. Он говорит, у них есть защита другая, высшая инстанция есть. Да? Они отталкивают народ, хотят, точнее, чтобы отталкивали, чтобы вельможи только были рядом с посланником. Он говорит, как я их выгоню? Потом они поедут к Аллаху и будут жаловаться на меня. Как я отвечу перед Аллахом? Вот, поэтому, если что-то не получается, надо обращаться, если так можно выразиться, высшая канцелярия, высшую инстанцию, Аллаху Субхану Тааля. Как делал это Якуб, алейхиссалям, когда все его сыновья восстали против Юсуфа и придумали сказки, что его волк съел. Принесли рубашку в крови, говорят, его волк съел, рубашка в крови, а следов зубов нету. И он им сказал, это, говорит, «Хадихи нафсун саувалят лакум». Это ваши капризы вам что-то нарисовали. «Инни ашку батхи ва хузни иля Аллах». Я жалуюсь на Аллаха от моей печали, от моего горя. И даже он ослеп от переживания, от того, что скучал по сыну своему. Но говорил, «Инни ашку батхи ва хузни иля Аллах». Я жалуюсь на Аллаха, свою печаль, свое горе высказываю Аллаху. От вас я ничего не жду. Хоть и вы мои сыновья, хоть я вас вот от таких сделал вот такими, но что я могу поделать, если у вас нафс преобладает? И он не стал их поносить, ругать или им баддуа читать. Он говорил, «Фасабрун джамиль», терпение, красота. Буду терпеть, ждать от Аллаха. Рано или поздно он вернет моего сына. И прошло 40 лет, 2 поколения людей, 20 и 20. Потом Юсуф, алейхиссалям, уже вернулся к нему министром. «Валя акулу лакум инди хазаинуллах, валя а'ламул гайба, валя акулу инни малак». Я вам не скажу, что у меня есть все клады Аллаха. И я не скажу вам, что я знаю скрытое. «Валя акулу лакум инни малак». Я не скажу вам, что я вам ангел. «Валя акулу лилладина таздари а'юнухум лан ю'тияхумуллаху хайра». «Аллаху а'ламу бима фи анфусихим, инни идан ламина залимин». Вот люди ждут какой-то выгода. Говорят, раз ты пророк, и Мухаммаду, алейхиссалям, тоже самое говорили. Раз ты пророк, то сделай вот эти пустыни садами. Сделай эту гору золотом. Обогати нас. И тогда мы тебе поверим, мы тебе последуем. И Нух, алейхиссалям, говорил, и Мухаммад, алейхиссалям, говорил, это не наша задача. Наша задача вам фокусы-мокусы показывать и горы в золото превращать. И это не наша роль. «Ма инди хазайнуллах». У меня нет ключей от кладов Аллаха, субхану тааля. Я не знаю скрытое. И тогда говорили, если ты настоящий пророк, обещаешь судный день. Где судный день? Когда? Дату скажи нам. Мы приготовимся к нему. Или говорили, если ты настоящий пророк, почему тебя ангелы не сопровождают? Если вот посланники приходят от какого-то государя, у него бывает свита, окружение. Где твои свита, где твои ангелы? И на все это
отрицательно отвечал Нух алейхиссалям и Мухаммад алейхиссалям говорили, что наша задача лишь в увещевании, предостережении и радовании, что будет рай, будет хороший конец набожным верующим людям. Поэтому из всего услышанного, конечно, мы делаем важный вывод о том, что не надо высокомерничать. Аллах не любит высокомерных и, наоборот, любит скромных людей, тех, которые поклоняются Аллаху и следуют за пророками. И когда у нас в жизни встречаются какие-то трудности, надо вспоминать про посланников Божьих, как им трудно было. И чуть-чуть делать сабр, и конец, иншаллах, будет хороший. Но как сабр? Сабр — это не значит, что сидеть и ничего не делать. Надо от себя зависящие причины делать, как Нух алейхиссалям делал. Ходил утром, вечером, ночью, днем, их призывал. И потом Аллах ему в конце говорит: те, кто поверили, поверили, остальные не поверят, хоть что делай. Ты иди строй корабль. А там он жил в пустыне, в степи. Что в пустыне корабль зачем? Непонятно. Но он послушался, строил. А те над ним смеялись. Ты, говорит, того, что ненормальный. Зачем в пустыне корабль строишь? Он говорит: не знаю, Аллах мне приказал. И потом было то, что было. Вы знаете о всемирном потопе. Аллах Тааля очистил землю от язычников. Поэтому просим Аллаха Субхану Тааля, чтобы Аллах нас сохранил от язычества, от неверия, от многобожия, от лицемерия, от взаимной вражды и ненависти, от безнравственности. Просим Аллаха, чтобы Он украсил наши сердца светом веры и помог нам следовать посланникам Божьим. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد.